В Ингушетии в этот период Средневековья было несколько центров по изготовлению кольчатого вооружения. Первый центр – это был Таргим. Что интересно, согласно грузинским историко-фольклорным сюжетам, этнографическим данным, которые нам сообщил известный и грузинский оружиевед, профессор Коте Константинович Чалакашвили, было по всей Грузии, особенно среди кахетинского царствующего двора, славились кольчуги, которые изготовлялись девушками-джурджучками из горного селения Таргамас. Та же информация сообщили в 1975 году от долгожителей, еще были живы долгожители за 100 лет и в Хули, и в Альгете, и в Джирахе, особенно в Соси Патиев был, были другие, там Ахмед был, Евкуров, которому на 1977 год было 130 лет. О них много интересных сюжетов были об этих девушках, как они изготовляли, вплоть до конца XVIII века они изготовляли эти кольчуги. В фольклоре грузинском значится, что эти кольчуги были легкие, прочные и эластичные. Поэтому они очень ценились. На изготовление одной кольчуги уходило почти 2 года. 10 операций, десятка операций. Здесь связана надо была и ковка, и обработка материалов, и прокатка материалов, проволока. Очень тонкая работа была. Второй центр был, это Нелхи у нас. Это в горах на границе с Грузией. Там нелхоевые высококачественные изделия на протяжении Средневековья изготовляли. Один из них был знаменитый мастер, он жил в конце 16-го, начало 17 века, Мярш, его звали Нелхоев. Говорят, что лучше его, прочнее его кольчуги среди горцев Центрального Кавказа не было. Иногда доходило до того, что он вызывал, если появлялся конкурент, он вызывал его на так называемую профессиональную конкуренцию. Он надевал свою кольчугу, другой мастер надевал свою кольчугу. И они осыпали друг друга сабельными ударами. Кто первый разрубал кольчугу, соперника тот и оказывался победителем. Говорят, десятки он боев провел таким образом. Ни один из соседних мастеров народов, ни один не смог его победить. Но, может быть, он специально для пропаганды это делал, чтобы его изделие более реализовывалось. Вот такой центр был у нас. И, наконец, третий в Джараховском ущелье у нас был центр Эбен. У нас башенное поселение, Эбенхоевы, это Цицкиевы. Вот они делали тоже испокон веков, они в Средневековье делали прочные кольчатые доспехи. Кольчуга очень высоко ценилась. В зависимости от качества она оценивалась от 10 до 200 быков. Даже в конце XVIII века, даже когда уже огнестрельное оружие массово распространилось, иногда кольчуга оценивалась 50 быков. Именно индусские кольчуги изготовлены. Скажу, те мастера, которые изготовляли эти доспехи, мастера-оружейники, по неписанному правилу в прошлом не подвергались кровной мести, что бы они ни исполняли. Убийство мастера считалось преступлением против всего общества и не прощалось. Они пользовались всеми благами, ибо их деятельность, так же как и мастеров-строителей,
от их деятельности зависела честь, свобода и независимость всего народа. Вот вы здесь можете видеть уникальный экспонат средневекового кольчугу знаменитого ингусского воина середины XVI века. Ее владетель Хучба Евлоев, сын Довты Евлоева, верховного военачальника начала XVI века. Он погиб в ней, сражаясь, о чем свидетельствуют механические многочисленные повреждения, которые фиксируются. Смотрите, центрально с правой части груди имеет повреждения. Это рубящие, колющие удары. Видимо, били или дротиками, или пробивали его бронебойными наконечниками стрел. Затем страшные удары здесь сбоку нанесены. Это тоже колющие удары и огромные, страшно сбоку рубленые удары. Здесь прослеживается, но это, видимо, от сабельные удары нанесенные. И что интересно, смотрите, рукава практически не сохранились, они обрублены. Здесь следы рубящих ударов фиксируются. Видимо, это сабельные удары были на нем. Явно прослеживаются удары средневекового разнотипного оружия. Мы брали, на анализ есть, спектроанализ сделали в Институте археологии в Москве. Там лаборатория покойного профессора Колчина. Они подтвердили, что именно эти механические удары от средневекового клинкового вооружения. Это первое. Теперь дальше. Если посмотреть на сам экземпляр, он представляет уникальный образец. Во-первых, здесь, смотрите, колечки расположены. Кольца одинарное плетение, кольца средней толщины, округлой формы. Здесь всего 20 тысяч колец. Кольца наиболее массивные размещаются на плечах и на груди. Почему? Потому что именно в эти части наносились в бою основные удары. На подоле находятся и на рукавах менее массивные кольца, потому что для того, чтобы он более мог маневренно отражать удары и наносить удары, но быть более мобильным в бою. И что интересно, по покрою, потому что срезы сделать для удобства сидения всадника, более того, по разрезу вороту с крючками можно застегивать справа налево, слева направо, чтобы защищать. Он практически не имеет у нас аналогов по региону. По крайней мере, я знаю все коллекции и Северного Кавказа, и Закавказья. Такого образца, несмотря на то, что этот экземпляр очень в таком плачевном состоянии, сохранности, но он сохранился. Вот те же взять вот эти наши девы-воительницы, девушки. Вот Зохтик, вот она носила кольчугу. Говорят, у нее была булатная кольчуга. Ее враги не могли пробить. Сражалась впереди воинского отряда с этими же захватчиками, кабардинцами сражалась. Гули Гулоева также сражалась с хевсурами рядом. Тоже в кольчуге неоднократно, говорит, ее разрубали, говорит, кольчуга, она выживала. Но она делала, говорят, хитро, она умно делала. Под кольчугой у нее было, говорит, специально кожа, была размягченная кожа, обработанная кожа
сосновой смолой и еще где-то крапивой вымеренная, и она, говорят, была укол. Когда кольчугу разрубали, говорят, в этой смоле, в этой подкольчужиной, говорят, панцире, говорят, застревали наконечник стрел. Даже Магушка тоже носила, мы зафиксировали это, тоже носила кольчугу, у нее тоже разрублены в несколько местах было. Николай Федорович Яковлев отвечал, в каждом ингушском доме, я, говорит, видел какой-то старый кремневый ружье, старый кремневый пистолет, старый кинжал, ненужный, говорит, какой-то обрывок или старый щит. Никакой ингуш не пытался с ним расстаться. Хотя я предлагал многим закупки, предлагал и средств. Нет, они говорили, что этот владел, там такой-то мой потомок, этот, говорит, вот эта цепь, говорит, надочажная, говорит, мой, говорит, 12 предков владели. Это, говорит, святой, это не продается. Вот такое это было. Интересно, еще вам скажу случай, который я был свидетелем. В 1977 году, я еще будучи студентом университета, я узнал, что у Идриса Муртазовича Базоркина, нашего знаменитого писателя, тогда он был в большом загоне у властей, в доме находится коллекция родовых вещей. Я выехал к нему, и он мне показал. У него дома на стене уголок был, тейповый его уголок. Он говорит, вот родовые наши вещи, которые принадлежали Базоркину, Газдиеву. Там был шлем Мисюрка, там был, как я помню, кинжал уникальный восточного образца из черного булата. Там была шашка из черного булата, обломок шашки. Что удивительно, на этой шашке с двух сторон золотом было выгравировано. Даже по памяти помню, мастерские Сурхая хана, сына Бахадур хана Казикумушкова. Это, когда я передал эти все фотографии соседей Дагестана, они были шокированы. Действительно, аварские ханы главенствовали, тогда царствовали, но они не знали, что такие высококачественные образцы дамаскированных клинков изготовляли в этих мастерских. Они не знали, что на экспорт таких, и они страшно были удивлены, что эти образцы оказались в склепе родовом, в склепе Базоркиных Газдиевых. Потом, период депортации, брат Муртуз Идриса Базоркина, он, когда разграбление шло и архивов, и музеев, все грабили, он смог спрятать вот эти родовые реликвии, которые им принадлежали. Они смогли вдвоем, они не вывозили еду за счет не вывоза припасов, экономии, за счет, они вот эти родовые святыни, они вывезли в Казахстан. Потом рассказывают, есть воспоминания, они очень голодовали, особенно Муртуз и его семья, пухли от голода, почерневшие были. Они могли продать эти реликвии. За них большие средства дали бы, особенно за дамаскированный кинжал восточный, он очень ценный ценился, шашки и прочее. Но Идрис мне говорит, у нас и в мыслях не было, чтобы хоть какая-то вещь наших предков вот это пропала. Эти изделия, они 16-17 веков было, я их делал. Я их сфотографировал, слава Богу, я их зачертил, зарисовал, некоторые из них я опубликовал. Тогда же я ему привез надочаженную цепь Газдиевых, Базоркиных, которую я нашел в горах, подарил. Он практически чуть не плакал от радости. Он говорил, вон,
видишь, там котелок у него небольшой, это Базоркинский маленький котелок, говорит. Я не знал, говорит, что где очажная цепь, говорит. Вот это котелок, говорит, мой брат, говорит, из Сибири привез, отдал, говорит. И тебе